2008 год. 19-летний Хабиб впервые ступает ногой в профессиональный ринг. Его соперник Вусал Байрамов, для которого это также дебютный поединок в ММА. Бой начинается, а Байрамов постоянно выбрасывает лоу-кики, а Хабиб тогда еще не умел прятать свои проходы. Отчетливо было видно, что настроен на тейкдаун. Полраунда, никаких действий от Орла, и вот тот самый проход. Хабиб оказывается в маунте, но Ground and Pound был не того уровня, о котором вы подумали. Дагестанец из маунта набрасывает треугольник, переворачивается на спину и одерживает победу. Удушающим соперник, кстати, не постучал и уснул. Хорошее начало, тогда никто и предположить не мог, что этот парень в будущем выбьет минимум 27 побед к ряду. Прошел ровно месяц, но Хабибу уже 20. 11 октября 2008 года, Кубок России по панкратиону. Бои проходили на борцовском ковре, и за один вечер Нурмагомедов провел 3 боя, 2 раунда по 5 минут. Ну и так как нет ограждения, финишировать в таких условиях гораздо тяжелее, ведь каждый раз, когда соперник оказывается за пределами, бой останавливается. Все 3 боя проходили примерно по одному сценарию. Хабиб всех борол. И, кстати, излюбленную тактику борцов он уже тогда практиковал: джеб и проход в ноги. В четвертьфинале Орел победил Магомеда Магомедова. На всякий случай скажу, что это не тот Магомед Магомедов, что дрался против Петра Яна, другой. That's right. I swear to God that I could drop it, bro. Yeah. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. В полуфинале Рамазана Курбанисламова и в финале Шамиля Абдулкеримова. That's how I know that I'm unstoppable. Let's go. I don't care what they all say. That's right. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. Okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track. In addition to the fact that we're winning, still we lack something's missing. Need a track that is hitting. Making racks, making millions. That's the mission. I don't waste time, no, I make time. All these people wanna hate, fine, I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I can drop it, bro. Yeah. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Хабиб за несколько часов увеличил свой рекорд до 4-0 и стал победителем Кубка России. Август 2009 год. Саид Ахмед напротив Хабиба. Не теряя времени, Хабиб, угадайте что? Проходит в ноги, да, верно, уверен, было нетрудно догадаться. Пробирается в маунт и обрушивает Ground and Pound. Боец изо всех сил пытается выползти за пределы ковра, но не выходит. Почему-то спину оппонент никак отдавать не хотел и предпочел пропускать удар за ударом. В итоге судья остановил поединок. Мы переносимся, нет, не на 2 года вперед, не на год и даже не на месяц вперед. Мы переносимся всего на 1 час вперед. Хабиб отдохнул и готов провести 6-й профессиональный бой. Соперником стал Эльдар Эльдаров, и это первый соперник Хабиба, у которого в дальнейшем карьера сложится удачно. Эльдар выступает по сей день, рекорд бойца 11-1, единственное поражение, как вы понимаете, нанес ему Хабиб.
И это единственный поединок, запись которого, к сожалению, нет в интернете, но как свидетельствует сайт Sherdog, Хабиб одержал победу во второй пятиминутке техническим нокаутом. Все тот же 9-й год. Хабиб подписал контракт на бой в М1. На турнире также дрался Анатолий Токов и Рашид Магомедов. Орел стоял в 5-м бою по значимости вечера. Шахбулат Шамхалаев уже закончил свою карьеру с рекордом 11-3. В начале пути встретился с будущей звездой UFC. Поединок начался осторожно. Шахбулат прессинговал, но без ударов. Хабиб прижимает его к канатам, и в таком положении бойцы провели минуту. Орлу не удалось осуществить перевод, а соперник не сумел выбраться из его захвата. Судья остановил бой и вывел бойцов в центр ринга. Шахбулат вновь идет вперед, но в этот раз с ударами, и это то, что нужно было Хабибу. Он тут же переводит соперника. При этом, замечу, Хабиб не выбросил ни одного удара в стойке. Нурмагомедов попытался выйти на рычаг локтя, не удалось. Вторая попытка, снова неудача. Третья попытка. Шахбулат изо всех сил старался не разорвать захват, но Орел все-таки вытянул руку и оформил 7-ю победу в ММА. Всем известный Али Багов стал 8-м соперником Хабиба. 2010 год, турнир Golden First Russia. Минута тишины и началась жара. Али Багов переводит Хабиба Нурмагомедова, второй пытается удержаться на ногах, хватается за канаты, но все равно оказывается внизу. Но тут же попытка выйти на рычаг колена или скручивание пятки не получилось. Хабиб оказывается сверху и начинает выбрасывать удары, только вот не руками, а головой. Тогда еще эти удары были легальны. Хабиб менял положение, периодически накидывал удары, но ничего серьезного, однако вымотать соперника удалось. Судья поднял бойцов, но ненадолго. Али тут же бросается в ноги. Отличная защита от Орла. Раунд закончен. Раунд, который полностью забирает Хабиб за исключением пропущенного тейкдауна. Второй раунд. Хабиб наступает на соперника и на отходе выбрасывает точный оверхенд. Что-то подобное мы недавно видели, не правда ли? Далее Хабиб отквитался за пропущенный тейкдаун и сравнял показатели по этому аспекту. Минута на земле, Али отлично вязал Хабиба, бойцов подняли. Бойцы передохнули, Багов снова бросается в ноги и вновь отлично сработал Хабиб. Все по старому сценарию, Багов вяжет, бойцов поднимают. Али понимает, что проиграл бой и начинает переть вперед, но все удары либо мимо, либо по защите. Поединок закончился там, где и проходил большую часть времени, на земле. Единогласная победа Хабиба Нурмагомедова. 3 месяца спустя Хабиб вновь в организации М1, напротив него белорус Виталий Островский. Полраунда бойцы присматривались, и как по учебнику проход в одну ногу в исполнении Нурмагомедова. Немного повозившись в партере, Хабиб садится в маунт и выходит на излюбленный прием рычаг локтя. Казалось, соперник вот-вот постучит, но нет, Виталию удается выкрутиться из этого положения. Еще немного и Островский бы оказался на ногах, это единственная его надежда. В партере с Хабибом делать нечего. Но Орел не позволил сопернику подняться и оказался в боковом контроле. Отключает обе руки и просто вколачивает удар за ударом. Бой остановлен, технический нокаут. Уже в 2010-м Хабиб прекрасно умел отключать руки. Конечно, не так идеально, как сейчас, но уровень его грэпплинга был на достаточно высоком уровне еще за 2-3 года до попадания в лучший промоушен мира. 2011 год – это последний год, который Хабиб проведет вне UFC. И в котором одержит рекордное количество побед. 7 боев за 9 месяцев уму непостижимо. Но, конечно, нужно понимать, что уровень оппонентов даже сравнивать глупо с нынешней оппозицией. Александр Агафаров, единственный украинец, который подрался с Хабибом. Бой прошел полных 2 раунда. Первый раунд. Агафаров неплохо защищается от прохода, но Хабиб, как на тренировке, аккуратненько, чтобы случайно не воткнуться головой в ринг, опускает соперника в партер. А значит, и раунд для Александра в принципе проигран. Хабиб все время пытался улучшить позицию, выбрасывал незначимые удары, а на шортах красовалась надпись «Добро».
И за 30 секунд до конца бойцов подняли на ноги. Уже тогда, да и сейчас, единственный шанс вылезти из-под Хабиба — это сделать так, чтобы судья поднял вас на ноги. Хабиб в фирменном стиле выбрасывает удар с подскока, раунд закончен. Второй раунд. Плотненький лоу-кик получает Хабиб, бойцы входят в небольшой размен, дагестанец этим пользуется и пытается перевести соперника. Но у канатов были свои планы на сегодняшний вечер. Бойцы на ногах, очередной проход и снова, да что ж ты будешь делать, канаты не хотят видеть борьбу сегодня. Окей, думает Хабиб и снова прыгает в ноги. Чертовые канаты опять против борьбы. Судья понимает, что канаты слишком много берут на себя и портят уже третий проход от Хабиба. Рефери отправляет бойцов в центр, где они продолжают бой из партера. На земле Агафаров принял пару-тройку точных ударов по голове, раунд закончен. Все ждали третью пятиминутку, но доктор остановил поединок. Хабиб поддерживает очередную победу. Двумя месяцами позже Хабиб встретился с Зубайрой Тухуговым. Шучу, это Саид Халилов, но я как-то наткнулся на видео в ютубе, где этот бой был подписан, мол, соперник Зубайра. Конечно, это бред. Саид стал одним из немногих, кто может похвастаться, что неплохо защищался от проходов Хабиба, но вот вторая попытка уже за чемпом UFC. Орел попытался стряхнуть соперника неудачно. Окей, как насчет ударов? Тоже что-то напоминает, не правда ли? Залезть в маунт не получилось, со спины тоже ничего. Саиду удалось подняться на ноги. Надолго ли? Но вы сами знаете, зацеп и Кимура ставит точку в бою. Прошел месяц, Ашот Шагинян готов нанести первое поражение Хабибу, но как мы уже знаем, этого не случится. Бой начинается. И впервые в своей профессиональной карьере Хабиб довольно долго бьется в стойке. Не просто находится в стойке, а именно бьется. Обрушивает град размашистых ударов и нехило потрясает соперника. Тот пытается пройти в ноги, Хабиб защищается, и нет, он не хочет бороться, разрывать дистанцию и добивать соперника в стойке. Ашот второй раз пытается перевести Хабиба, все тщетно. И тут уже Хабиб супермен панчем залетает в партер. Парочка мощных ударов дошли до цели, бойцы поднялись на ноги и бум! Апперкот с подскока, один из фирменных ударов Хабиба, ставит точку в бою. Один из самых быстрых и зрелищных боев Хабиба до UFC. 2 месяца спустя Хабиб отправляется в Ростов-на-Дону, и при просмотре боя я заметил странную штуку. Послушайте. Его профессиональный рекорд 7 боев, 7 побед, двукратный чемпион мира по боевому самбо, двукратный чемпион... Александр Загорский при объявлении бойцов говорит, что у Хабиба 7 боев, 7 побед. Но по факту его рекорд уже 12-0. Возможно, 5 его боев, которые он провел на борцовском ковре, лишь позже пошли в рекорд бойца на шердоге. Порой данные на сайт отправляют с задержкой, особенно на начальном этапе карьеры, когда ты проводишь бои в небольших промоушенах. Хотя я не уверен, что те бои он вовсе провел в промоушене. Каджик Абаджан, соперник Хабиба, и в этот раз Орел решил придержаться старого плана на бой. Аккуратненько начал поединок и проход в одну ногу. Классика. Первые секунд 20 оппонент неплохо защищался, не давал улучшить позицию, но Хабиб все-таки отключает руки сопернику. Однако ничего серьезного, позже немного ударов со спины и бойцы на ногах. Очередной проход, угловые Каджика кричали, чтобы тот начинал душить во время прохода, но Хабиб плотно прижал голову к бедру, так что вариантов не было. Дальше уже по наработанной схеме. Маунт, рычаг, не получилось, треугольник, победа. Хамис Мамедов из Азербайджана занимает 14 место в списке соперников Хабиба. Бой стартовал, мини-разведка и 2 размашистых по защите Нурмагомедова. Еще раз, руки у Орла на месте. Хамид решил сблизиться, но, видимо, не посмотрел предыдущие бои Хабиба. Он неплохо работал на дистанции, а теперь вынужден выбираться из положения, в которое сам себя и привел. Дагестанец сваливает соперника, Хамид поднимается, но разорвать дистанцию с Хабибом – одна из самых сложных вещей в бою. Как итог, эффектный бросок, спортсмены на земле и да, все по наработанной схеме.
Рычаг локтя снова мимо, и из этого положения сразу переход на треугольник. Победа. Если вы заметили, Хабиб частенько раньше выходил на рычаг локтя, но победу этим приемом одержал лишь один раз. В дальнейшем Хабиб, как вы знаете, перестанет зацикливаться на этом приеме и будет больше работать руками. Постепенно разбивая соперников, это более безопасный вариант и довольно эффективный, когда его использует Хабиб. Вадим Сандульский дебютирует в ММА против уже опытного Хабиба Нурмагомедова. Бой особой интриги не представлял, не прошло и минуты, Хабиб выполняет проход в одну ногу. Идеально. Посмотрите еще раз, насколько хорош тайминг Хабиба во время прохода. Только соперник делает маленький шаг вперед, как тут же Хабиб забирает ногу. В партере соперник всеми силами не пускал его в маунт, но времени было полно, и Хабиб добился своего. Накинул треугольник, перевернулся, задушил. Победа. Выход на болевой не был таким же идеальным, как проход, но это только начало карьеры будущего чемпа. Наконец-то мы добрались до последнего боя Хабиба вне октагона UFC. Ари Марсел Сантос стал первым соперником, который представлял страну за океаном. Здесь, кстати, рекорд Хабиба был уже объявлен полный – 15-0. Поединок начинается, бразилец давит, выбрасывает лоу-кик, Хабиб с подскока отвечает и... проход в ноги Хабибу. Сейчас трудно представить, что кто-то решился бы пройти ему в ноги, но тогда это было нормой. Естественно, никакого прохода не получилось, бойцов разняли. Тишина, тишина и бэм-бум, апперкот с подскока укладывает бразильца. На отбивание пришлось потратить время, но все же одного раунда хватило, чтобы одержать победу. Все говорят про набитый рекорд Хабиба, но пересмотрев все его бои до UFC от начала и до конца, вы поймете, некоторые поединки Нурмагомедова были труднее, чем последние бои в UFC. Единственное, не совсем понимаю, почему бои с Кубка по Панкратиону пошли в профрекорд. Если говорить про манеру ведения боя, то все примерно то же самое. Преимущественно сводит поединок к борьбе, иногда позволяет поработать в стойке. Навыки улучшены во всех аспектах до невообразимого уровня, особенно в борьбе. Но стойку, которую частенько критикуют, теперь нет этих размашистых ударов, но коронные удары с подскока остались до сих пор.